Здравствуйте, это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек, человек-легенда Алексей Александрович Тамтосов, бывший мэр Якутска, как мы его до сих пор вспоминаем, человек, который 6 лет занимал пост заместителя федерального министра. В данный момент является советником ректора Северо-Восточного федерального университета в Москве. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Мы с вами встретились в библиотеке. Вы сами выбрали это место. Почему? Потому что я эту библиотеку посещал часто. И тут были интересные встречи, тут ряда писателей проводили встречу. А еще когда студентом был, я стал ходить сюда. Вот. Я историю хорошо знаю. Вот. А потом вот эта библиотека, наша будем называть, да, тут есть такие редкие рукописи, что со времен начала 19 века. Потом здесь все журналы, которые выпускались до революции, хотя бы лет 40, они все здесь есть. Вот был журнал, русский антропологический журнал «Раш», и он перестал выходить в 1910 году, до революции. И в Ленинграде не могли найти какой-то номер, антропологи или этнографы. А я когда приехал, я нашел этот журнал здесь. Ну, раз вы упомянули учебу в Ленинграде и антропологию, не могу не спросить, есть легенда, что вы были знакомы с Львом Николаевичем Гунилевым, бегали по его поручениям в Ленинграде во время учебы. Да, Лев Николаевич это очень оригинальный человек, великий просто. Значит, когда я стал учиться в аспирантуре, на факультете, я скажу даже, да, то у историков, у всех философов гуманитарных было особое отношение пострадавшим в годы репрессий, потом Ленинградское дело, 49-й год. И вот примерно, который я знаю, на нашем факультете 4 профессора отсидели. Вот в 1937 году, потом после 49-го, или были высланы там куда-то, там, в Вологодскую губернию. Но к ним относились особо внимательно. Вот особенность была. Вот, например, у нас на факультете было 3 человека. Николай Анисимович Курнатовский был такой, он был заведующий кафедрой истории КПСС. Он еще писал статьи о Ленине и Троцком. Но потом где-то в 1937 годах его репрессировали. Потом был Николай Васильевич Овсянкин, которого арестовали после Ленинградского дела, тоже отсидел. Он был кафедра советского общества называлась. А на нашей кафедре был Марк Николаевич Кузьмин, который тоже за что-то отсидел. И вот в день зарплаты они стыковались на нашей кафедре. И они сидят: Алеша, вот есть просьба, вот им нужно купить что-то, продуктов. Ты можешь сходить? Я сходил, купил, закуску тоже купил. А еще сказали: рубль себя ставь. Вот такие внимательные были эти профессора. И вот Гумилеву я этим приносил, что они заказывали. А потом была кафедра зарубежной географии, Гумилев там работал. Это рядом тут через. Я ходил там к своему аспиранту знакомому. И вот так вот я Львом Николаевичем. Он даже спросил: вы откуда? А я говорю: с Якутии. И что, какой ответ был? О, говорит, я якутов вообще не встречал. Живую не видел? Даже они знакомились, когда на нарах лежат рядом, общались, там были, говорит, киргизы, там, что якута, говорит, вот я, говорит, с якутом, говорит, не было вот их-то. Очень интересно сказал. Ладно, давайте все-таки к вам вернемся. Да? Это получается в то время, когда вы писали диссертацию по Мартину Лютеру Кингу. Да. Почему выбрали такую тему?
Но я когда служил в армии, и я вот, в Тихоокеанском флоте, да, там вот, наш набор вот, с Якутии оказались, было человек 6 или 7 было. Все имели среднее образование. Их сразу определили, вот, определили в школу подводного плавания, и еще военизированная была охрана. А был один парень с Якутии, он был ростом 1,90 м почти, ну, такой большой, его сразу вот охранные. А меня определили подводное плавание, а у меня плоскостопие оказалось. И меня, значит, ну, плоскостопие там, корабли стоять много надо, но у меня плоскостопие было приобретенным, не врожденным. Это не отражалось, потому что я родился в бедной семье, Приске. 8 детей в семье было. А? 8 детей было в семье. Да. если не ошибаюсь. Я носил лифчики. Я одел ботинки где-то, наверное, когда лет 13 было. А так я ходил в лифчиках, в тормозах. А, ботинок не было. Но денег не было у родителей купить ботинки. И у меня плоскостопие, естественно, стало таким вот. Ну, а плоскостопие не берут в строевую службу. Потому что стоять Тяжело стоять долго. тяжело, да? А у меня так как было приобретено, я мог стоять сколько угодно, и хоть бы что. Потому что я привык ходить в тормозах. Или в валенках там без этого. А валенки были серые и черные. А вот серые, это значит, носили рабочие. А черные валенки носили дети интеллигенции или таких вот служащих. Они были дороже, ну, правда, они холоднее, чем серые валенки, да? Ну, типа круче считались, да, классом повыше. Крутой, да. О, харабатенько валенка лахтен. И вот такое вот. Вот так я... А насчет Мартина Тюркина. Да, вы вспомнили про флот. Так как я вот... Потом, значит, так как у меня было среднее образование, меня определили в школу радиоперехвата. Потому что я вот когда служил, в роте, если человек 100, среднее образование 2-3 человека имели. А что касается, и вот их всегда в штаб, то вот, а вот так как у меня 10 классов, ну, тем более, что я английский там, у меня был в аттестате. Вот там, когда вот летают самолеты, а там граница там 24 мили, и вот американские самолеты все время крутились возле Владивостока, а я под Владивостоком. И там они все время сообщают, что они видят. Корабли, там, значит, новые корабли, там вдруг на берегу что-то строят. И вот несколько человек сидят, слушают, все фиксируют. А потом из 3 они составляют один текст. А потом вот меня взяли в политотдел. Вот, а я там уже вот... А потом, Ну и оттуда, получается, ваша карьера и началась, да, оттуда по началось, в сути? армии, да. Потом я стал секретарем комитета комсомола. Почти 800 лет, ну, почти 1000 человек было. А потом, когда вот Индонезии там начались, вот, ну, с Голландии военная подготовка, там наши были, вот Индонезии. Потом вот Вьетнамская война созревала, и стали собирать экспедиционные эти вот части, чтобы, ну, вот, например, я когда в Индонезии был, но я был на плавбазе. Ну, плавучая база, там, где вот эти наши инструктора, там всякие переводчики были, мы с китайцами там, как называется, в плохих отношениях были. И вот там я вот, английский язык у меня стал как-то вот, после курсов я стал, ну, читать, переводить так. И вот когда служба, и потом меня готовили, ну, так как среднее образование, там военное училище. А меня, значит, рекомендовали в военно-политическое училище по контрпропаганде. Это контрпропаганда, это надо читать, ну, английские буржуазные газеты, слушать радио, потом, значит, как там бороться с этой буржуазной идеологией и прочее. У них внутри? На приграничных территориях. Внутри там другие. В приграничных территориях. Ну, а потом Хрущев это закрыл, это разоружение началось. Контрпропаганду решили сократить. Я
в военно-политическое училище не поехал, вот там уже закрывали. Приехал в Якутский университет поступать. Ну и вот поступил я в исторический факультет. Я закончил первый курс, и сразу же меня избрали секретарем комсомольской организации всего университета. Всего. А потом вот, ну, я у Башарина учился как дипломную работу. У Георгия Петровича? Да. Я написал дипломную работу «Агрессивная сущность вьетнамской политики США». При этом деле я там начитался там. А потом поступил в аспирантуру в Ленинград. Ну, то есть вы с США выбирали в качестве предмета исследования как потенциального противника? Или как будущего друга, когда потом потепление было? Нет, у меня был интерес и были определенные знания. Они небольшие такие вот. Ну, что такое агрессивная сущность вьетнамской политики? Это классовое сознание, что американцы наши главные враги. Международный империализм и прочее. Я в таких вот парадигмах, ну, парадигмах, образах там я формировался. Такими категориями. Я формировался. Ну, еще, ну, конечно, я еще стал коммунистом 19 лет, чем КПСС. Но сейчас же вся эта риторика возвращается, становится снова востребованной. Ну, это больше, чем риторика, мягко говоря, да? Но вот я считаю, что вот в 18 году, когда был первый съезд Советов, Гарольд Вильсон отправил поздравительную телеграмму Владимиру Ильичу Ленину. И американцы воспринимали февральскую революцию, особенно октябрьскую тоже, как вот эту декларацию о независимости от Англии, понимаете, да, от английского империализма. И я до сих пор считаю, что вот нашей российской истории, да, американской, было очень много таких вот сближающих факторов. Во-первых, многонациональные, да, если у них это все мигранты, да, а у нас вот эта многонациональность образовалась в результате русской колонизации. Вот, ну, этих всех вот Закавказья, Северного Кавказа, вот Центральной Азии. И притом русская колонизация отличалась от всех других. Это была колонизация не народов, а территорий. И потому вот русские колонизаторы несли вот народам Средней Азии, Центральной Азии, несли не гнет, а просвещение. Это вот, принципиальное отличие да, от англосакской... принципиальное отличие. Это была колонизация не народов, не населения, а территорий. Там все разрешало же, там как угодно. А потом, когда вот в Якутии, ну, будем считать, вот это деколонизация, да, она была в период большевиков. Там уже ненависть к русским капиталистам, американской была одинаковая. Там уже не делили там это. И вот у нас потом вот, ну, как сказать, ликвидация вот этой религиозной такой вот, сословия, да, борьба с религиозным. Вот так как тут сидели революционеры, ну, и Емельян Ярославский, Серго Орджоникидзе. Но Емельян Ярославский, он очень активен, он был руководителем социал-демократической молодежи, где учились вот, Амосов, там, Аюнский, вот все наши первые, они учились, ну, Рая Сугель, Амосов приехал, тоже научилась. Вот, и вот первая такой интернациональная дружба вот якутского населения с пришлыми такими людьми. А раньше, значит, в Якутии не делили там евреи, там поляки, все келиджандор, приезжие. Они не делили вот венгров, якутов, не делили, как местные жители. И довольно-таки такой был этот крупный, большой, ну, широкомасштабный подход был к национальной принадлежности и отношению к национальным различиям. И это, между прочим, сильно помогло вот, следующему поколению чисто якутского населения быть очень толерантными и интернациональными, понимаете? Мы воспитаны были вот, ну, не чураться вот, украинцев, белорусов, русских. А другие боялись, вот, такой вот имперский народ, а вот
А у нас вот это, ну, потом русский язык как так хорошо изучали. И это вот мне помогло ну, легко адаптироваться в многонациональной среде. Потом, когда вас забрали в ЦК КПСС, Да, вы же там тоже национальным вопросом занимались Да. с самого начала. да. А что тогда вот такое произошло? Почему страна все-таки развалилась по швам на национальные республики? Чего не учли, получается, советские идеологи? Ну, страна не могла сохраниться, потому что был распущен КПСС. Вот когда был Центральный комитет коммунистической партии, во всех республиках, ну, союзных, вот этих, там были ну, СК или обкомы, крайкомы, горкомы, райкомы, которые выполняли, это централизованная власть была. Ну, это назывался демократический централизм. Но этот централизм был как устав внутренней службы. Да? Если ты налево, значит, тебя выкидывают, если направо тоже. И вот когда решили распустить КПСС, то распался и Советский Союз. Потому что вот этот цементирующий фактор партии, да, что вот есть центральный комитет, есть дисциплина, есть устав, да, его не стало. И любой там неформал вот, мог наобещать там кучу таких разных там идей, или там, значит, поругать там то, что, ну, там, централизм, русский шовинизм, национальная идентичность, национальный суверенитет. Эти люди вышли, как называется, на площадь и на трибуну. А так как КПСС уже не было, и там такой вот силы, организации, кто объединял его, тоже не было. И вот это все распалось. Но ошибка, может быть, Ельцина была грубо, да? Но можно было союз, можно было выпустить Балтийскую республику. Они к нам были, к нашей советской действительности мало были адаптированы. У них еще 20 там, с лишним лет, у них еще там половина интеллигенции была в Канаде, там где угодно, там в Эстонии, там, Эстония, там, Финляндии. А вот Украина, Беларусь должны были остаться в любом случае. Даже американцы не хотели, чтобы распался Советский Союз. Союзные республики, Средняя Азия тоже никуда не хотели. У них не было возможности выйти там, на индустриальные такие вот. Но была ошибка в том, что вот, распустили, КПСС распустился, вот, объединяющей идеологии не оказалось, и пошли кто направо, кто налево, кто вверх, кто вниз. Это было сверхцентрализованное глобальное государство было. Оно глобальное было, а вот центрифуга, которая объединяла, она не работала. И вот Советский Союз распался. Но вот Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, ну, они никак Грузия, Армения. Грузия, Армения. Да, они не Азербайджан. хотели, да. Но надо было им дать какую-то больше там власти местной, да, ну, а факторы объединяющие были. Ну вот получилось так, что вот это крах Советского Союза, он был не столько идейный, да, и идеологический. Настолько вот Ельцин хотел от Горбачева избавиться любой ценой. Завоевать власть и лишить Горбачева. А Горбачев оказался неподготовленным, чтобы такой тенденции противостоять. Вот сейчас говорят, что Горбачев вот такой гений, он сознательно там все. Но у Горбачева были недостатки. По большому счету он был малообразованный человек. Вас удивляет это? Да. Он получил орден Трудового Красного Знамени, будучи 16-летним. Орден Трудового. Когда ему 18 лет стукнуло, он вступил в партию. Ну, а вы в 19 лет в партию вступили. Ну, это я до другой формации-то. И вот он поступил в МГУ, а его все время садили в президиум. Орденоносец, студент, компаньер, еще награжден орденом Трудового Красного Знамени, еще коммунист. И вот, по большому счету, он был малообразован. Понимаете, вот, да? И он не знал, какие механизмы это держит Союз, Советский Союз.
А если был бы он какой-то вот вышел бы с такой среды, вот поработал бы так вот, не имел бы ордена, там не был бы первым секретарем крайкома комсомола, как вот в Ставрополе. Ну, партии уже подбирали более таких, ну, людей подготовленных, да. Кажется ли вам похожим то, что вот тогда происходило, с теми процессами, которые идут сейчас? Тем более вы работали в контрпропаганде. Вот что вы сейчас скажете про информационную войну, которая сейчас идет? Как наши вообще контрпропаганда работает ли у нас, есть ли она? И насколько связаны вот эти события тех лет с теми событиями, что сейчас происходит? Я могу сказать, что внутренняя политика очень много зависит от внешней политики. А внешняя политика базируется на традиционных устоях внутренней политики. Вот когда мы когда-то отмечали, что там в конце 40-х события то ли 300-летия добровольного вхождения Украины в состав русского государства отмечали. И вот там Богдан Хмельницкий, там, ну, это его период был. Когда Украина входила в состав Российской империи, территория Украины была 5 раз меньше, чем сегодня. И вот есть такие вот Екатеринодар, это значит Днепропетровск, потом вот, Харьков, да, они никогда не были украинской территорией, вся Кубань, Запорожье. И вот у советской власти, у Ленина, но Ленин вообще русских не любил, русский народ он не ценил, понимаете, Ленин. Но это объясняет его там космополитизмом. И в нем вот, и даже книжки есть, Жизел, один француз написал, Ульянов Ленин. Он пишет, что у вождя русской революции Ленина не было ни капли русской крови. Ну, мать-то еврейка там была, там калмыки были, татары. Это Ульянин муж был, это была православная калмычка, там на ней женился один там, на Ульяне, и потом фамилия была у них Ульянин, потом стала Ульянов. Но это, как говорится, для обывателя, обыватель этим руководствуется иногда, но не сейчас, а сейчас обыватель-то сидит в интернете, иногда больше знает, чем этот, что пишут. И вот получилось так, что Ленина была политика коренизации. Он даже говорил, что надо, чтобы украинцы учились, были у власти и прочее. И территория Украины вот стала 5 раз больше, чем она входила к нам добровольно. И вот русский народ, вот почему, вот, например, раньше, вот, когда, первый раз, когда строили Санкт-Петербург дорогу, да, погибло в основном все мужское население вот, центральное Черноземье. Потому что там же, как на костях, там же люди день и ночь работали тачками, и дорогу сделали. И вот получилось так, что Украина росла, росла и росла. А потом, значит, вот, там украинцы тоже разные. Вот есть северная там часть, где вот это Львовская область, там Житомир, да, они, у них очень сильные были традиции русофобские. Ну, русофобские. Они ближе к тяготели к польским таким шляхтичам и прочее. И вот в 2014 году, когда был Майдан, вот пришли они у власти к этим вот русофобам-то. И потом ну, там процессы шли, там, ну, мы пытались сделать для Януковича ставку, он проиграл, но Янукович был не очень образованный человек, потом он тоже хотел быть там и здесь, да. Ну, одним словом, после Майдана вот эти русофобы взяли власть. Хорошо. Вот все, это очень важно. Все, и вот когда вот почему там демилитаризация, денацификация, да? Но я не могу сказать, что не надо было это делать, потому что вот сейчас обсуждать нашу внешнюю политику это ну, не актуально, потому что этот процесс уже пошел, так ведь? Ну, даже Бог Путара об этом говорит. И вот это, почему вот это сложилось-то? Ну, сейчас вот единственный путь вот, вернуться к границам до этого, пока вот... И притом вся Европа
и даже американцы, они заинтересованы, чтобы было мировое соглашение какое-то. Вот когда они предлагали вот перемирие, мы не пошли, так ведь? А когда вот это вот сложилось равновесие, они не идут уже на перемирие, мирный поговор. Ну, мы это предлагаем, давай мирный договор. Они не хотят, потому что они думают, что оттеснит нас до границы вот, Советского Союза, значит, да, вот это все, Донецк, Польша. Ну, это вопрос текущей политики, но мы патриоты должны быть, так ведь, да? И если уйти вот до границы, вот, пока не было вот этой вот денацификации, это только можно под каким-то вот соглашением можно добиться с участием европейских стран. Они на это не хотят идти. А украинцы не хотят переговоров. И вот сейчас вот такая патовая ситуация, как она сложится, значит, ну, надо не подождать, а вот пока, значит, свои интересы защищать, но и все равно переговорный процесс, он необходим, потому что эта война никому пользы не принесет. И ну, ситуация такая сложилась. И американцы, например, вот, тоже это понимают. Если, например, Россия ослабнет, да, то вся Центральная Азия достанется китайцам. Понимаете, китайцам. А китайцы, у них своя философия. Китай там, где китайцы, древние. А во-вторых, значит, союз Китая никогда не направлен против третьей страны. Если даже вот мы будем, имеем о мире дружбе, да, они никогда не будут бороться с американской экспансией. Это не входит в принципе в внешней политики. И вот то, что вот есть, вот некоторые думают, что может быть, ошиблись, может быть, нет, но все же вот попытка там остановить там вот милитаризацию там вот, проникновение НАТО вот ближе к российским границам, это абсолютно правильная была рефлексия. И американцы вот где-то это чувствовали. И у украинцев не было сил. Но в этот момент упустили они и мы, понимаете? И сейчас вошло уже дело чести. И вот сейчас, ну, как удастся вот добиться переговоров, ну, я пока не представляю, да, очень сложно. Но с другой стороны, только вот эта позиция, если идти на взаимные уступки, да, позиция Евросоюза, потому что вот в Германии, например, они чувствуют свою вину за преступление Второй мировой войны, да? Они отношения к этой войне у них очень сдержанные. Ну, мы с ними воевали, да, если они начнут там оголтело там, ну, помогают Украине, что там, то это старые боли могут, и у нас, у них проснуться могут. Это немцам не надо. А с другой стороны, американцы, если вот будут оголтело помогать то, что делают сейчас только Украины, да, будут, то и Россия потеряет влияние вот на Центральную Азию, то американцам мало не покажется. Потому что китайское проникновение вот в Центральную Азию настолько желанное для них, да, и они уже проникли экономически, да. И вот и Европе это тоже не надо. И вот сейчас объяснить населению, а у нас население вот называется глубинным народом. Мы сами, наш глубинный народ. Вот глубинный народ сейчас вот мобилизацию объявили, да, ну, не полностью, а вот частично. Да. Но все равно там везде гуляют, поют, танцуют и пьют в Москве. Как будто ничего нет. Вот сейчас я не знаю, пока я уезжал, там веселье были. И вот когда глубинный народ почувствует, что вот надо, вот, ну, во-первых, встать на защиту своего отечества, да,
Да, вот. И когда вот мы разумно придем, что поймем все, то единственное это статус-кво и сохранение позиции вот до 24 февраля. А потом уже можно вести переговоры. Это очень сложный процесс. Но сейчас, так как вот мы находимся, конечно, мы должны поддерживать всемерное вот укрепление своей обороноспособности, да, вот, соблюдать порядок. Александр Николаевич, вот вы, если не ошибаюсь, в 2016 году, когда давали интервью литературной газете, да, вы там говорили, когда обсуждался закон о российской нации, Да. вы сказали, что закон о российской нации не нужен, а замалчивают русский вопрос. Да. И в то же время говорили про те 25 миллионов русских, которые остались За границей. за границей, да, что ими тоже никто не занимается. Вот сейчас эти слова вообще читаются ну, совершенно по-другому, да, и может быть, если бы тогда кто-то прислушался и занимался, может быть, мы бы не пришли к тому, что вот сейчас имеем. Ну, это не от моих слов зависит, да, это объективно востребовано было такое видение, понимаете, объективно. Но, А сейчас это актуально? Сейчас это актуально? но сейчас тревожно. Тревожно. Из этого состояния тревоги надо грамотно выйти. Притом выходить надо, ну, не запретами митингов, демонстраций, да, это другой вопрос уже, так ведь? А как-то вот во внутренней политике вот сейчас очень много русских будет вынуждены мигрировать с Центральной Европы, там вот, ну, и очень много выедет. Уже идет процесс. Да, ну это потому что молодежь, которая вот владеет умением труда в высоких технологиях, она где угодно может работать, они уходят. Вот цифровые, вот эти, знаете, вот айтишники уходили. Это объективно, потому что даже благополучные тут Германия, там вот Испания, ну, Испания, Италия, там у них сложности. А вот Германия, Великобритания, у них, Скандинавия у них выше, да? Они тоже мигрируют, это, где высокие технологии востребованы. И у нас будут выезжать вот с Якутии, да? И это совершенно естественный процесс. Тем более, что вот я скажу, что вот республика наша, она очень продвинутая молодежь. И она очень хорошо приспособилась пользоваться, вот, потому что большая территория, и потом в интернете там многие вопросы решаются. А где вот средний такой вот России, там такого нет. Такого нет. Там ну, все довольно-таки слабо развиты вот, высокие технологии, а в Якутске очень сильно, потому что растает дистанция. И вот как-то пытаются вот, и университет у нас неплохой, и вот технику хорошие. Все-таки вот мне хочется услышать ваше мнение как человека, который занимался на федеральном уровне, да, национальным вопросом в России. Да, я понимаю, что вы хотите слышать. Вы, ну, потому что вы все-таки там 6 лет, да, если я не ошибаюсь, вы были заместителем министра. 6 лет я работал. Да, и там за это время сменилось 5 министров, за это время поменялось название министерства несколько раз самого, да. Я даже забыл, как они назывались. То по федеративным отношениям там добавлялось, убавлялось, по делам национальности. Но по делам национальности это было неизменно. Так все-таки вот в чем внятно заключалась национальная политика России тогда? Вот какая была цель, какая была... Министерство-то оно само по себе небольшое, ну, 400 человек. Ну, для России это, когда Министерство финансов и экономики, там 1500-2000. Ну, там понятно, да? То вот первым делом, вот, чем я занимался, да, это я занимался программой обеспечения сохранности русского языка в национальных субъектах. Там была попытка вообще ну, сузить. Потом даже были тенденции заменить кириллицу на латиницу.
И очень большие дискуссии были. И вот я скажу, что в этих дискуссиях участвовали довольно-таки солидные фигуры вот, тюркоязычной культуры, как Чингис Айтматов и Алжас Сулейменов. Это очень большие фигуры. И первым делом о латинизации татарского языка вопрос стоял. И там, ну, я был замминистра, мне там выступать надо было осторожно и в конце дискуссии. Я не должен был пытаться дать какой-то тренд. Вот выступал Алжас Сулейменов, авторитет. Он сказал, если вы перейдете на латиницу, да, то я скажу, что у вас самый большой такой массовая у вас письменная культура была вот после войны. Это на латине, на кириллице. Хорошо, 3 принципа. Можете вот коротко сформулировать 3 основных вот причины? Да, 3 или повода? Да. Очень коротко. Вокруг какого вопроса? Вокруг национальной политики России. Но я, например... Какими должна она руководствоваться, вот, на ваш взгляд? Ну, это такой большой вопрос, но только я могу, какие вот эти вопросы должны быть под контролем. Во-первых, нельзя препятствовать развитию национального языка, национальной литературы, как пытались, ограничить. Это раз, Да. это важно. И второе, значит, как можно бережно относиться к русскому языку и русской литературе. Потому что если, например, любой республике молодежь хочет выйти там куда угодно, на образовательный, там, или тиражировать свои издания, то надо прекрасно знать русский язык и иностранные языки. Объединяющая роль русской литературы, русской культуры. Да, русская культура. И третье? А третье, значит, нельзя ни в коем случае ограничивать изучение национальных языков и развитие национальной культуры. Ни в коем случае. Там раньше, вот, значит, ну и что-то какой-то я упустил. Вот эти 3 вопроса. Притом они настолько болезненные. Еще на исторической традиции. Исторической традиции. Исторические традиции. Вот, например, была, значит, ну, там попытка создать теорию русской идентичности. Да. Я там тоже участвовал, так осторожно. И там, значит, один автор, ну, он слабоватый, но очень такой настырный. Он сказал, что русская история, это она история наших побед, нашего сохранения нашей жизни. Он сказал, что нас должны объединять события, и в том числе Куликовская битва. Ну, когда вот это, там же, я, значит, сказал, что Куликовская битва никак не может быть образцом, значит, базовыми ценностями русской идентичности. Ну, потому что нас, по крайней мере, в составе России не было на тот момент точно. Там совсем другие люди боролись-то. Там Рязанское ханство и Литовское княжество были на стороне этих русских, не русских, а вот оппонентов, да? Рязанское ханство, княжество и это все литовское. А здесь были вот эти, с одной стороны, были вот Московское княжество там, и тут, где, собственно говоря, вот... Хорошо, у меня последний вопрос. Нет, я говорю, вот была попытка вот только по каким-то историческим названиям решить русский язык. Это неправильно. Последний вопрос. Сейчас много говорят о том, что раньше мы говорили, что мы россияне, да? У Ельцина было такое слово, россияне, российская национальность. Сейчас мы говорим о том, что русский – это метанациональность. Метанациональность, наднациональность. Вот с этим вы согласны? Нет, то слово метанациональность я редко слышал. Там, ну, где-то, может быть, какой-то аудитории, какой-то там сфере там, коммуникации. Это может, а вот такое вот среди национальных движений, да, это просто не присутствует. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.